Доброго дня, добрый вечер. Такая приємна у вас тут обстановка, атмосфера, ми навіть не чекали, що приватним чином можна тратити. Тільки не зрозуміло, куди глядіти, реакціонічно. Не співатися. А у кого дорогейшие квитки? Кому дорогей, тому і будемо. А скажіть, подивіться руку той, хто нас хоч раз чув. Что вы приехали? Новую 12-ю композицию. У вас у ботах бачили. У ботах? Да. Ну, такими ви нас ще не бачили. Ну, коли больше про нас ведаешь, то что говорить, будем успевать. Мы гурт не професійний, тому, відповідно, і програми ніякої професійної не маємо. Навіть до сорому свого, вот с Олей мы размовляли, навіть райдеру не маємо. Хто би нам такое в гримерку туди вот такое поставить, потребовать, щоб це вже було по-соправдному як артисти. Не придумали, конечно. А кроме води дякую і за Карпату так само. Ялинська самогонки практично. Ну вот надо у райдер включить, але может так отрыматься, что немного концертов тогда отбудется. Не нашли по кассе. Вот, тому велика нашей непрофесійності і аматорська накерунку, і кожний концерт у нас складається, виступ, кожна зустріча у нас складається експромтом, тому вот, що надумали по дорозі, то і спіємо. Але одразу попросимо у вас пробачення і займемо такий карт-бланш, бо так склалось у нас, що давненько мы уже разом не спевали. И будем, вот, в машине ехали, притирались потихонечку, ну и зараз у вас на очах. Зараз мы вам покажем, я памятаю, в школе была такая картина, мы пойдем другим путем. Там, мать Ленина или сыны такие. Какой прощай? Владимир и кто там Ленин? Дорожка, дорожка, что ж ты широкая, дорожка, дорожка, что ж ты широкая, когда твоей дорожки ты сады стояла, голя твоей дорожки ты сады стояла, а у пешем саде зловеща веча, у пешем саде зловеща веча, а у другим саде средь матерга Расскажи мне, сынку, а то что не да расскажи мне, сынку,
Вовлю я гляжу, що збувається наша давнішня марь. Ми як ніколи близькі до яє. Потому что вот спев, той, который мы спеваем, ну, мы переймаем, а спевали его вы, мы вчера, да, народный спев. И он же не такий, что залезли там 3 товарищи на сцену и почали петь, а все остальные сидят и глядят, как это отбывается. А это спел подчас беседы, беседные песни, так они и назывались. Чтобы вот уже лавка есть, и для полного антуража нам бы стол еще. Мы бы даже, конечно, разошлись. Я думаю. Но поговорим о духовном. Вот. Лира — это такий, видите, духовний інструмент. Початкова ліра до нас прийшла, до речі, з Європи. І початково використовувався у костьолах, поки не було органу. И назывался лира органиструмом. Этот инструмент был значно больше, чем вот лира, на которой я играю. Один человек крутил ручку, а другие играл. А когда уже пришли органы, необходимость у лиры у костёле отпала. И тогда лира уже приняла такую компактную форму и вышла за костёлом. И в принципе вот таким выгляде она пришла до нас, на нашу Беларусь. Ось, і ліру є шмат у беларускіх музеях. Гэта ліра зроблена майстром Олесем Ласем паводле ліры з Слуцку. Слуцкая ліра, яна знаходіцца ў краязнаўчым музеі ў Слуцку. Але таксама ліры ёсць і у гістарычным музеі некалькі ў Мінску, і у Маладзечні ёсць. Таму і апошнюю ліру можна знайсці, калі мы ідзем на ўсход, гэта ў Смаленску. У экспазіцыі Смаленскага музея таксама ёсць колава ліра. На колавай ліры звычайна гралі сляпцы. Это люди, которые не мелі зроку. Вельмі часта яны бралі з сабой хлопчыкаў, правадырей з вялікіх сем'яў. І яны хадзілі з вёскі ў вёску, не мелі сталага месца жыхарства, жылі ў людзей, спявалі святыя песні. В прынцыпе, лірнікам дазвалялася спяваць і падчас посту. Вось постныя песні. І мы зараз праспяваем песню, да, аб святой Варвары. Эту песню мы переняли у вёсцы Погост Житкальского района, это близко к Алятурова. И в принципе у этой песни, она вот такая, вельми такая вот традиційно лірницька, она в принципе то, что мы называем зараз там у церковным житие святых. Вось эта песня, она расскажет о житии святой Варвары. Это святая первых стагоддзяў христианства, которая вызнала Христа. Боже благодати, Варварина Матерь, Варварина Матерь. Отец баню построил,
Богородица Варвары. Что ж ты, донь, учинила, что тривог не зрудила, дай три установила. Бога Отца взлюбила, дай Троицу вздрулила, дай три установила. Вышла Варвара путем, за ею отец мечом, за ею отец мечом. Як побегла за гору, сковалася у нору, сковалася у нору. Там два хлопцы, овцы пасли, дай Варвару знайшли, дай Варвару знайшли. Той, который промолчал, да той ангелом стал, да той ангелом стал. Той, который рассказал, да той каменем стал, да той каменем стал. Пришел отец за гору, взял Варвару за главу, за русые волоса. Коню привязавши, конь копытом взявши, кровь горячую проливал. Ой, там монастыри, звоны зазвонили, звоны зазвонили. Ой, как люди знали, Варвару ковали, Варвару ковали. Ездивши, зараз не часто, конечно, ездивши мы и больше за все песня заховалась, зрозуміло, що на Поліссі, по причині географічного стану, по причині отрезанности Полісся, а все остальное свету долгие часы. Але ёсць песні і не толькі на Поліссі. І мяне, як выхадца з Могілёўшчыны, з Бялыніч, вельмі цікавіла заўсёды наша магілёўская спадчына. І яна таксама аказалась, па-першае, існуюць, а па-другое, досыць багатая. Як паглядзець песні і гаворкі пасожа, вот тое, што пачынаецца за сажом, это реканье Радимичи. И тут уже вот на заход Могилевщины, это же самое Бялыничи, мы такой мовы не чули. Мы думали, это еще этот Кричевский мой знакомый. Я думал, он подгородских, это так, это качать. С Кричева. Ну, скажите, с Кричева, да, с Кричева. А тогда еще были в Чачевском районе, дальше, да, этих гармонистов писали. И там одна бабуля, а она говорит, ну так як я, а мать что этой литературной мовы. Я говорю, а вы тут вроде на Усходе, вот тут СОЖ недалеко. А что вы 5 километров до России уже, до российской. А что вы тут не рекаете? Нет, реку-то ну там. А як она говорит? Рябая корова, хряпки похряпала. А вы не такие? Нет, не такие. Ну и вот. И ездивши туды на Усход самой Белоруссии, на Костюковщину, мне вельмі подобається. Це зміненники у мене там сентимент, да і Костюковича, Краснополье, Климовича, конечно. Вот. И там мы записали, вот прям приехали, посадили эту женщину, иначе не бабуля, женщину. И нам, а вот я вам спою песню, которую спевал мой дед, 1860 такого-то года народжения, и она одразу я кусок эту песню нам
и спела. А это песня Кочковский район, Вёска Демидовичей. Мне не спится, Всё дремается, мне не спится, всё дремается. конь вороны, Всё спотыкается, конь вороны, всё спотыкается. пошлю коня. Ой, наверно, долину пошлю коня. Ой, наверно, долину. Сам я ляжу. Ой, на часину сам я ляжу. Ой, на часину Ёсть у поле. на поле крынишенька ёсть у поле, а в поле крынишенька. Там гуляла. Ой, девка-девиченька там гуляла. Ой, девка-девиченька. Себанула. Ой, на парня полеченьку севанула. Ой, на парня полеченьку. Остань празднись. Ой, парень паренечек, остань празднись. Ой, парень паренечек. Наехали. А всё чужеземцы наехали, а всё чужеземцы. Хочу тебе. Ой, посечь порубать, хочу тяды. Ой, посечь порубать. Воронуга. Ой, коня дарма взять, воронога. Ой, коня дарма взять. От, ще одна пісня, а тут же Костюковський район, вёска Муравилье. Муравилье. Вот, и там две бабульки такие, нам так душевно этой песни спевали. Вот такая же пора была, початок сахарика, и солнце светило, и они спевали. И нам было вельми приємно, до речі, что в 2000, по-моему, должно быть 15 что ли, году, мы собрали и склали этой песни и, соответственно,
канцэртам прыехалі туды ў Кусцюковічу, у Дом культуры, і гэтыя песні, гэтым бабулькам, ну, адпаведна, гэтай зямлі вярнулі. Вельмі такое добрае адчуванне было. Адна справа, калі старыя бабулькі старэйшымі сваімі галасамі спяваюць, а другая справа, калі яны ўжо гэтыя песні бачаць, што яны далей пашлі. Ну, напэўна, прыемна думаць, так што яшчэ гадоў на 20 яны закінулись наперад. Ветер воя, Ой, ветер, воя, ветер,
Долина, долинушка, Долина широкая, долина широкая. а тебе долинушка, Туман разлягается, туман разлягается. туман разлагается, Соника качается, Соника качается. соника качается, Девка выхваляется, девка выхваляется. девка выхваляется, Замуж собирается, замуж собирается. замуж собирается, Хлопец задумляется, хлопец задумляется. хлопец задумляется, У мати пытается, у мати пытается. какой я любить буду, Какой я какать буду, какой я какать буду. Так, что у нас там по избранию? Так, ну, это такой романтичный початок, да, хлопец задумляется, да, і дзяўчыны замуж собираются, а после веселья починаются шэрыя семейные будни.
Ось. І не всім якби щастить, є такі недалекі, которым приходится жить у примаках. Вот. Мы были за мяжой на фестивалі, вот, і нам вельми було складано сказать, ну, что такое примак. Ну, мы, конечно, там рассказали, что примак, это вот коли яны женится, а ён потым ідзе жить до бацькоў жонкі, яны зноў не могли зразумець, і што тут такого, да? Чаму ён такі? This is unacceptable in our country. Добре. Тому зараз прогучить песня з вёскі Клятная Пінскага района. Да, у ангельскай мове примак. На мове оригинала. Цвела, цвела черемшина, да ягод немає, а хто примак не буває, той горя не знає, а хто примак не буває, той горя не знає. А я бідной примачена, усе горе знаю, колачено, колбачено, дай спати лягаю, колачено, колбачено, дай спати лягаю. Прийшла тестя, примака будете. Вставай, примак, вставай, лайдак, вставай, годе спати. Запрягай воли високо, єдь поле орать. Горе примак, горе лайдак, й край поглядає, що ці жонки обед несуть, а моє немає, що всі жонки обед несуть, а моє немає. Прийшла тестя, сорі, як принесла мені жінка обед, то й обед без солі, зародився примачена, без щастя, без долі, зародився примачена, без щастя, без долі. Напевно, у кожного коллектива есть свои такие песни, которые берутся, которые не берутся. Вот там есть такая знакомитая на Полесье песня, это «Кармелюга». Мы ее уже 5, 7, 8 годов спробуем петь, но мы не готовы ее еще, например, вам выдать на публику. Ось. А еще подчас экспедиции это группа назвать, але подчас поездки по той же Могилевщине, Долынский район, Осовец, и там вот эти бабульки, которые, напевно, уже не живые. А тоді, от, напевно, це був один з опошніх записів, я так, коли вона була ще бабуля, то такої щили, я назвав, научу щилу, я вам зараз пісню співаю. І ось вона спела на пісню, і вона по
паладу свою построю, як сказала наша мастацька керівниця. Одна з самых архаичных песен, которые вот, мы выконываем. Это еще вот такое вот является, правда, полоцкое князство, такое, дружинники там едут. И она простенькая абсолютно, в 3-4 нотах, но она энергетичный вампир. У всяким разе для меня. Давай уже спевать. Я веду, що на Могилевщине з лекторами общества знания завсюди було добре. Я хочу сказать, что такая звичайная мулька, фишка у этого бедного Кримака, это то, что он начинает стебаться с усходу, с Могилевщины. Як бы так вы думаете, заходней Беларуси, молодежь. А вот зараз ему больше не можешь сказать, бо боится, бо не выпадет. Поэтому начинает что-нибудь другое говорить. Так вот, зараз вот эта вот речь, которую мы поспробуем, и нас осовца, из уликами архаичности мы вырашили, мы так почули, что коли покласти на дуду, то она будет вот, ну, такая, як она и повинна быть. Мы спробовали, первый раз вытягивали на сцену у Вильни у минулом году на фестивале «Покровские звоны». Ну, это типа показать, что мы в Вильне есть. Да, бывает. По Могилевым разрешаем. Ну, вроде хлопали, не вызнали. Попробуем. С будой трошки проблеми. Ну, это ненадолго. Это реально 20-30 минут. И она настроится. Значит, такие инструменты. Зараз он збор про зборку туди покажуть. Вибачайте. Я ж сказав. Не хоче грати. Його що цікаво. Перед этим Ну ладно, Я я играла. потому что не дают сердечко. не хоче, конечно, грати. Кожний раз. Не буде. Тоді ми без дуди зробимо. О! Зробимо без дуди. Нажать, вибачайте. Так и с гармониками будут Я почуваю. А зараз вам прохлопаем только бабушку. Так, ладно, все, серьезная речь, которая, вот, все, про что я сказал, это правда. Ой, полана гості, п'яці голяці, п'яці голяці. Ой, пара гості, домой ступаці, домой ступаці. А в нашому домі нету никого. Нету никого. Есть только одна брошенная жена. Брошенная жена. Ой, стоит она, Бога не стала.
хоть напляшется, хоть напляшется. Хоть наплачется, хоть наплачется. Ой, не день, не два. Ой, не день, не два. На третий день Пробегает конек. Пробегает конек. ой, на тим коні Не шерстиночки. Не шерстиночки. рашеля мажана. Я картиночка. Я картиночка. Ну, зробіть. Годов 5 назад мы были удельниками этнофорума в городе Томске. Високооплачуваних на форумі. І під час форуму до нас подошла музиколог з Красноярського краю. Довідався, що ми білоруси, і запитала, чи є у нашій репертуарі, як вона сказала, пісні з Могилевської губернії. Ну, мы сказали, что так есть, ну, и она попросила поспевать, мы почали вот спевать этой песни, что мы зараз спевали, и она почала нам их все подпевать. И когда мы запытали, откуда она так их добро ведает, она сказала, что в Красноярском крае есть вёски, которые наприконцы 19-го столетия были вывезены у Сибирь, у Красноярский край. И она зараз ездила в экспедиции у гэтай вёски, вывезены были из Могилёвшины. И вот яны зараз до гэтага часу у вёсках спевают вот гэтай песни. Вы уявите, 1000 километров там разделяют Могилёвскую область от Красноярского края, але у белорусских вёсочках захоўвалася гэта культура стагоддзямі. Да, і от уявіце другое, зараз як бы хіт ёсць такое разуменне, да, там, песню спяваюць, не ведаю, там 3-4 месяца ўсе і кажуць хіт. Да, а уявіце зараз, што мы спяваем, гэта песні, которые спяваюцца уже як мінімум больш за 100 гадоў, за 1000 километров одна от одной. Але співаються однаково. Да. Ну і зараз, да, так само ми були на фестивалі, і під час нашого виступу от, ми спели пісню «Сонце». Ось, і грузины нам доказывали, что это мы взяли грузинский распев. На самой справе это песня с вёски Вероснитицы Житомирского района «Солнце», вот, которая записал Олег Лукьянцев подчас как бы своей фольклорной экспедиции. Откуда пошли вообще грузины? Оттуда їх прийшла перейняти грузини. Так. Ой, ты солнце, да ясное сон.
всегда родный брат. То я же его до всей праву. Ой, за леси да лисицю. Садики все За надумать. Что? А по-русски оденьте, не мерзнете. А, да и у тебя вкусно, надо забрали сразу. Не стомились сейчас? Нет, нет. Вот это дальше. Жаль. Такие голоса, такие мужчины. Катила роса. Ой, да зараз небо даю ой, да долу даю ой, да долу. А кто уже мянет? Таку молоденьку дай завяде, ой, да дому, дай завяде, ой, да дому. Ай, козака Молоденьку, дай наварая, коню дай наварая, конь. Молода дівчина
Каляричаньки два добушки, каляричаньки два добушки, таєчка на таєчка, чудо, чудо, чудоєчка, чудо, чудо, чудачок, там стояли кавалери, по вулиці мовчок. Я не стояли, говорили, я не стояли, говорили, таєчка на таєчка, чудо, чудо, чудоєчка, чудо, чудо, чудачок, там стояли кавалери, по вулиці мовчок. Я не говорили про любов, я не говорили про любов, таєчка на таєчка, чудо, чудо, чудоєчка, чудо, чудо, чудачок, там стояли кавалери, по вулиці мовчок. Один каже, я люблю, один каже, я люблю, таєчка на таєчка, чудо, чудо, чудоєчка, чудо, чудо, чудачок, там стояли кавалери, по вулиці мовчок. Другий каже, я возьму, другий каже, я возьму, таєчка на таєчка, чудо, чудо, чудоєчка, чудо, чудо, чудачок, там стояли кавалери, по вулиці мовчок. Третій каже, жить буду, третій каже, жить буду, таєчка на таєчка, чудо, чудо, чудоєчка, чудо, чудо, чудачок, стояли кавалери, по вулиці мовчок. Разрачку дали сокай, подай милый голосок, разо, 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 раз. Подай милый голосок, який тобі голос дать, задурися шумят, разо, 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 раз. Садуристики шумять, садуристики шумять, рано сльози говорять, разо, 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 раз. Рано сльози говорять, ой, про тебе проміння, що ти хочеш до мене, разо, 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 раз. Що ти хочеш до мене, а як ходиш, то й ході. Договору не роби, разо, 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 раз. Договору не роби, а як буде поговор, ти не моя, я не твоя, разо, 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 раз. Ти не моя, я не твоя, а на гэтым разу раз поцелує 40 раз, да разо, 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 раз. Поцелує 40 раз. Еще одна песня, и она была записана у Воложенском районе. Вот, мы поехали у Томск на этнофорум, и эту песню мы почули от, все нормально, от казахского коллектива. От казахского коллектива з Росії. А потім ще праз некий час ми удзельничали ў такім праекце
100 годов беженства Першей Сусветной войны у Подляши на Польше. Вот. И мы там записывали, выдавалась книга, да, книга была с диском, и вот нас спросили, мы записывали там рекрутские песни. И это была вот тая песня, которая была в Воложенском районе, которую мы еще почули у Томску и сюда. Это, безумовно, такой рекрутский репертуар, который, безумовно, был у царской армии, а потом, когда люди уже разъезжались, то кожен привез эту песню у свою мясцовость, але все, что песня имела кожен раз свои инакшие такие мясцовые слова. И уже на месте этой песни адаптовались под мясцовые говорки. Вот, тому... Вот, оказывается, кто будет теперь. Я его думаю, что вы будете. Из-под горки под крутого, Вышел майор молодой, левый, правый, зеленый дубравой. Вышел майор молодой, вышел майор молодой, не женатый, холостой. Левый, правый, зеленый дубравой. Не женатый, холостой. не женатый холостой, Держи шаблю под рукой, левый, правый, зеленый дубравой. Держи шаблю под рукой, держит шаблю под рукой, разговаривай с ней. Левый, правый, зеленый дубравой. Разговаривай с ней. ой, ты шабелька моя, Боронила ты меня, левый, правый, зеленый дубравой. Боронила ты меня, боронила ты меня, чужой дальней стороне. Левый, правый, зеленый дубравой. Чужой дальней стороне. чужой дальней стороне, На проклятой той войне, левый, правый, зеленый дубравой. На проклятой той войне. Можно уже от Сигеля и Люлю. Чисто не уходится. А що я ще? От послухайте, ми ще якось знаємо. Ну так что, когда будем финишировать? Финишировать, да. Там, памятаете, мы у Райдера писали, под опошнюю песню вынести по 50. Вот это самый той момент за нас. Ну, ми хочемо подякувати Могилевщину за теплый прием. Так, если петь уже не будет. Да. Пожелать усім щастя, здоров'я. Ось. Ну і розвітатися нам хочеться таким народним многоліттям. Як ти там? А, начните, я забыл, А, все, спорим. Нет, давай начни. Я не уверен. Я скажу, что рано светлять. Давай. Степан. Ой, саде вишньова, ой, саде вишньова, там пташки п'ють.
Могилю